Когда в твоей жизни сомнения, доверься Иисусу ты без исключения. Должен Отцу своему доверять, чтобы на небо точно попасть. Вспомни Петра, по воде он ходил, сколько больных он исцелил. Сначала и он не совсем доверял, трижды учителя он предавал. Когда Петр в море темном тонул, Иисус свою руку ему протянул. Петр ее взял, свое сердце открыл, Господь его спас и исцелил. Не раз и не два он Петру помогал, силой и духом его наполнял. В итоге апостол Петр скала, веру свою воплотил он в дела. Он падал, вставал и снова тонул, но дьявол его не сломил, не согнул. Как Петр реши за Иисусом идти и оставайся на верном пути. Когда-то в жизнь любого человека приходит сомнение. Сомневаться он может в чем угодно, в семье, в друге, в себе. Однако самое главное – никогда не сомневаться в Боге. Бог милосердный и всегда поможет, но для этого нужно хорошенько Его попросить. Если ты в чем-то сомневаешься, то помолись Богу и попроси у Него помочь тебе. Бог обязательно тебе поможет, но не надо сидеть сложа руки, думая, что Бог сделает все за тебя. Надо здраво все обдумать, взвесить все за и против и попросить Бога помочь тебе решить возникшую проблему. Надо стараться без сомнений идти вперед к своей цели, хоть это и не всегда получается. Взять ту же историю с хождением по воде. Хотя Симон и был скалой, как его назвал Иисус, однако и он тоже усомнился в себе, и его веры хватило только на один шаг. Но он его сделал. Поэтому иметь сомнения – это нормально. Но в таких случаях нужно всегда смотреть не на волны, которые тебя окружают, не на обстоятельства жизни, а на Господа. Не повторяйте ошибку Петра. Церковная история хранит предание о последних днях апостола Петра. В то ситуация была ужасная. В Риме случился страшный пожар, и большинство христиан погибли на аренах мученической смертью. Оставшаяся часть христиан просила апостола Петра уйти из Рима, чтобы сохранить жизнь. Апостол Петр не хотел уходить, но в конце концов согласился. Когда он вышел из Рима, идя по дороге, он увидел свет. И, подойдя к нему, он обнаружил, что этот свет – это Иисус Христос, который идет ему навстречу. Подойдя к нему, Петр задал вопрос: «Quo vadis, Domine?» «Куда идешь, Господи?» На что Иисус сказал: «Я иду к твоей пастве, которую ты оставил, чтобы еще раз умереть на кресте». Апостол Петр повернулся и пошел в Рим, где его схватили, посадили в тюрьму и приговорили к казни. Когда его привели на место казни, он сказал так: «Я недостоин, чтобы меня распяли, как моего Господа и Спасителя. Пожалуйста, распните меня вниз головой». Песня, которую мы сочинили для вас, имеет слова: «Распятие не отложишь на потом.
пора от слова к делу перейти. Апостол Петр не отложил свое распятие. А вы? иметь Бога в своем сердце и не пускать зло в свою жизнь. Так, ну что, ребята, начинаем, открываем. Подожди,
Боже, помоги нам жить и в трудностях Тебя хвалить. Мы просим, дай нам дар любви и мира. И если будет трудно нам, лишь помогай нам, не всегда своих сил.
Was tutaj dużo. Skąd wy się wzięli? Tak, dobrze. Słuchajcie, nam trzeba się podzielić na głosy. Soprano, alt, tenor, bas. Rozumiemy? Так, а мы уже поделились. Już? Wszystko zrobili. Słuchajcie, to musimy teraz przygotować się do śpiewu. Staniemy. Musimy tak się rozluźnić. Pociągniemy się. Dobrze, dobrze, dobrze. Obiegniemy trochę, obiegniemy. Słuchajcie, kiedy przychodzicie na chór, to musicie przychodzić z takim nastawieniem, jakbyście spotkali najlepszego przyjaciela. Hello! Nie słyszę. Goodbye. No. Hello. Dobrze. Dobrze. To teraz siadamy. To dzisiaj my zaśpiewamy pieśń na stronie 115. Słuchajcie, z tym językiem tak niedobrze trochę. Musicie mieć wielką cierpliwość do mnie. 115. Tak. O Panie, Ty jest Bogiem laski. Jak? Ласки. Łaski? Ласки. Laski. No to dobrze, dalej w świecie. Kto wie zwrotki? Я wiem. O, dobrze, to ty zaśpiewasz, dobrze? Tak, na początku śpiewamy tylko pierwszą frazę. O Panie, Ty jest... Dalej wiecie, tak? Spróbujemy. Cudownie. Zdolne jesteście. Dobrze, słuchajcie, tylko jeszcze musicie bardzo wyraźnie wypowiadać każde słowa. Tak. Wiecie, bo wyobrażacie, jeżeli ksiądz przyjdzie i zacznie nam tak.
Spróbujemy jeszcze raz. Dobrze? O Panie. Słuchajcie. Pamiętacie naszą rozpierkę? No. No. Nie, na. No. Nie tak. Dźwięk musi tak wyrastać, tak? No. Tak? Spróbujemy jeszcze raz. Tak właśnie, kiedy śpiewamy, to musicie tak śpiewać radośnie, nie? Bo śpiewamy o Bogu, w którego wierzymy, Bóg łaski, nie? To spróbujemy jeszcze raz, nie? 3, 4.
годнасцю чалавека над вартасцю, аб тым, што Бог кожнага з нас вельмі любіць, і мы для яго, кожны з нас улюбёная дачка, улюбёны сын. А таксама праўда тое, што злы дух заўсёды нам перашкаджае гэтую праўду прыняць і прапаноўвае розныя маскі. І аб гэтым будзе наша сцэнка. Или пошутить над людьми, например, раздавать им маски. Миллионы людей одевали маски. А это мои любимые. Интересно, что станет с их будущими обладателями? Наталья, здравствуйте. Меня повысили. И зарплата в 3 раза больше. И возможность каждый месяц бежать в командировки. Хорошо, спасибо, перезнаю. Я мечтала об этом всю жизнь. Я мечтала о такой большой карьере. Но я беременна. И ты хочешь отказаться от такого предложения из-за ребенка, которого ты даже не хотела? Ты уверена в этом? Может, сразу карьера, а потом семья? Возьми эту маску, и ты найдешь ответ на свой вопрос. Карьера? А сколько она стоит? Пустяки, считай подарок. И чего ты одна? Мои знакомые позвали меня веселиться, но мне кажется, то, как они веселятся, это немного неправильно. Почему? Возьми эту маску, сама найдешь свой вкус. Свободы? А сколько она стоит? Пустяки всего лишь одна условная единица, но в наше время это почти ничто. Как обычно. Ни одного звонка. Правда, кому я нужна? Я и лицом-то не вышла из фигуры. Да мне никто не полюбит настоящего. Зачем я стараюсь для кого-то? И тебе нравится так жить? Неужели ты не хочешь изменить свою жизнь, стать популярной, известной, чтобы тебя все любили и звали на вечеринки? Неужели не хочешь? Возьми эту маску, и ты сама найдешь свою дорогу. Маска славы. Да? Сколько она стоит? Всего лишь одна условная единица, но в наше время это ничего. Вот глупцы. Одна условная единица – это цена жизни.
Високе поширення культу на сцені. Сейчас в этом зале огромное количество людей, и все мы совершенно разные. Но сейчас мы едины в Боге. Поэтому давайте прославим Его на 3 языках. Почему ты стал таким? Когда это произошло? Слышишь? Тебя никто не любит. Твоя жизнь ничего не стоит. Ну что? Один остался. Я не один. Здесь еще. Знаешь, ты прав. Ведь я всегда расту. И я рад, что он сейчас выбрал меня. Послушай, человек, а ты не задумывался никогда над тем, что, возможно, ты действительно никому не нужен? Что твоим близким было бы проще жить, если бы тебя не стало? Но ты нужен мне. Доверь мне свою душу. Идем со мной. Я покажу тебе лучший свет. Лучший свет, только свет Бога. Ты так считаешь? Посмотри на него. Его душа почти в моих руках. И что ты будешь делать теперь, ангел? Боже, что я делаю? Что ж, думаешь, одолеешь меня? Ты заблуждаешься, демон. Ведь Господь, Он всегда с людьми, Он всегда будет за них и будет любить. И даже этого человека, который сейчас находится в безвыходной ситуации. Ты очень заблуждаешься. И тебе никогда не получить его души. Что ж, на этот раз ты победил. Но знаешь, что я еще могу вернуться. Уходи, нечистый.
повинні не соромитися Бога, а виставляти його в кожному моменті свого щоденного життя. Так, ситуация первая. Вероника и Станислав, два друга, а по совместительству фанаты фэнтези, пришли в книжный магазин за новым сокровищем. Смотри, интересная книга, да? Мне, конечно, не очень понравился, но достойно. Смотри, какая книжка классная. Обложка красивая, название тоже вроде бы. Ну, знаешь, я традиционно возьму это. Библия. Ну как, ее же уже давно никто не читает. Знаешь, а мне не стыдно сделать выбор в пользу Библии. Библия? Да, Библия. Классно. Стой, Вероника, пошагай! Итак, следующая ситуация. Матвей первый раз в новой компании пришел пообедать. Поблагослови, Пані, ті дари і людей, які їх приготували. Научи нас ділитися хлібом радості з тими, хто їх не має. Раз Христа на нашому. И что это было? Ты не сделать молитву в общественном месте, при всех. Следующая ситуация. Мечта Вероники сбылась, когда первый раз в своей жизни побывала в Париже. Они приехали в воскресенье на экскурсию. Там еще магазинчик был, знаете? Обязательно пойдем. Смотрите, фестиваль музыки. Мы будем сходить. Все получается, да? У меня не получится. Почему? Сегодня воскресенье, и мне нужно идти в косел. Какой костел? Сходишь в следующее воскресенье. Я не могу пропустить. А мне не стыдно в воскресенье выбрать костел вместо развлечений. Представляю ваше внимание последнюю ситуацию. Это последние минуты отбоя в детском лагере. Я сказала всем спать! Всем спать! Быстро! По голосу потеряем!
Спокойной ночи, девочки. Спустя 8 часов. Что, все уже полностью песни, у тебя одни и те же слушают. А мне не стыдно про свои хобби даже через поделить. А нам не стыдно продавать лекарствами. У нас много слова такого. Люди зачастую равнодушны к просьбам других людей. Они имеют сотни дел, все время куда-то спешат, не останавливаются, не замечают, какая прекрасная жизнь у них вокруг, не замечают других людей. Так давайте же откроем наши глаза, наши уши и наши сердца. It is to ride and sing a slave song.
А, дорогі, зараз момент, коли можна подякувати тому, хто дав нам всі великі дари. Тільки різних талентів має собі. Ми на майстерні нам справді день загружений просто на 100%. Не глядите на это. Визначив час. Как подрихтовать всю пригожость весь этих родных, которые мы сегодня бачили. И это не только потому, что вы такие талановитые, не только потому, что талановитые, потому что чудовные, а